Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Старинные турецкие гаремные гадания на песке для вас. Мои дорогие зрители, гости канала, давайте сегодня посмотрим такую тему. Зависим ли он от вас? В чем его истинный интерес к вам? Если тема интересна, загадайте, пожалуйста, на любимого, либо на того, кто вам интересен. Представьте этого человека, назовите его по имени и задайте ему вопрос. Мой милый дорогой, зависим ли ты от меня? В чем твой истинный интерес ко мне? Надеюсь, вы настроились. Я убираю Назар. Прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, самую нужную и самую полезную информацию. Итак, давайте же посмотрим на вашего мужчину. И пусть высшие силы водят моими руками и дадут нам знать истину. Так, зависим ли он от вас? Нет, не зависим. Как хотите, независим этот человек. Он такой, знаете, одинокий волк. Вот он здесь вышел, ну такой, знаете, больше не волк, а как, ну такой побитый пес. С чем это связано? Интересно. Знаете, от чего он зависим? Он зависим от интимной жизни, от секса он зависим. Вот именно, да, от этого зависим. Либо он думает, что он от этого зависим. Знаете, мне вообще кажется, что на этот песок пришел мужчина, который переживает какой-то кризис в жизни. Может быть, это кризис среднего возраста, когда он чувствует, что он стареет, когда он чувствует, что уже силы не те, да, пытается хорохориться. Здесь явно не молодой парень. Либо, кстати, может быть и молодой, но вот теряет мужское здоровье. Либо ему кажется, что он теряет мужское здоровье. Для этого человека сейчас почему-то очень важна интимная тема. Именно вот это ему важно. Знаете, ему хочется каких-то экспериментов, ему хочется новых, я не знаю, там лиц в кровати и прочее. Либо он свою фантазию показывает, либо он с нами играет. Значит, девочки, ваш мужчина не тот, за кого себя выдает, да, того, кого вы загадали. Это такой двуличный человек. Типа я одинокий волк, но на него посмотришь, да, и без смеха не отвернешься, да. Вот смотрите, какая-то собачка такая облезлая, да, в ту сторону смотрит. Типа я хищник, да, а сам походу ежик. Сложный тип. Послушайте, если ваш мужчина хорош с собой, если у вас все замечательно, идеально, это не ваша отсыпка. Здесь мужчина пришел глубоко закомплексованный и, скорее всего, действительно переживает какой-то сложный период жизни, сложный этап своей жизни. То есть по психологии он тут придавленный идет, просто придавленный. А у этого человека его желания не соответствуют его возможностям. И это, кстати, тоже в интимной жизни. Может быть, он хотел больше, может быть, он хотел чаще, но Антошка подводит. Он говорит, что от вас независим. Но если разобраться, то вы хозяйка его жизни. Да, он от вас независим, он вам принадлежит. Причем, там, не знаю, от макушки до пяточек полностью вам принадлежит. Он полностью вам подчиняется. И он полностью живет по вашему наставлению, по вашей указке. Да, он с вами бодается, да, он с вами там что-то там спорит, что-то там ковыряет, что-то там пытается доказать, может быть, даже где-то укусить, да, отстаивает свое пространство, отстаивает свое мнение. Но при этом он абсолютно под вашим крылом, под вашим каблуком, под вашей юбкой. Вот как хотите. Мужчина как бы такой латентный подкаблучник. Может быть, вы с ним поссорились накануне, поэтому он так о себе громко заявляет.
Не знаю, он очень высокого мнения о себе, очень высокого. То есть считает, что он прям такой мощный мужичара, такой прям выше всех звезды, круче всех яйца. Считает, что жизнь к нему как-то несправедлива, что люди какие-то ему попадаются низшего сорта, некачественные, что он какой-то недооцененный, что он бы многого мог добиться. Но какие-то преграды, прям преграды стали на его пути. Так. Не, девочки, это полностью ваш мужчина, и он без вас просто пропадет. Он, кстати, об этом догадывается, либо знает, но всячески этому противодействует. Стыдно признаться в этом, да? Его истинный интерес к вам. Да чтобы вы его не бросили, понимаете? Чтобы жить с вами, пользоваться вашей любовью, вашей ресурсностью, вашей наполненностью. Это мужчина-паразит. Вот честно вам говорю, паразит. Да, может быть и от паразитов польза бывает, но я вижу, что сейчас именно вот момент, когда мы делаем эту отсыпку, от него больше как бы вреда идет, чем польза. То есть человек паразитирует на вас, либо в ваших отношениях он паразитирует, ведет себя как-то недостойно, да? Мужчина не должен так себя вести. Кстати, он еще пытается с вами играть в какую-то игру, типа а-ля кошка-мышка, да, но по каким-то дурацким правилам, которые и сам толком не понимает. Очень, кстати, обидчивая личность, очень обидчивая. Его тут обидеть можно, не знаю, там, косым взглядом. Не той интонацией, может, что-то сказала, да, он уже разобиделся, ушел в себя, сидит там, оплакивает вырванные годы. Не знаю, кого вы мне загадали. Этот мужчина нестабильный. Кстати, еще может быть момент, что мужчина в данный момент, когда мы делаем отсыпку, он просто пьян. Он выпил, да, там хорохорится, и тут же какие-то пьяные слезы. Вы знаете, вы, конечно, не обижайтесь, но я скажу вам такую вещь. Он с кем-то может еще параллельно общаться. Причем это больше похоже на какое-то интернет-общение. Либо, кстати, желание в интернете именно общаться, там, где его не видно. И можно придумать там любую аватарку, да, скачать там любую картинку в интернете и поставить на свою аватарку. Либо общается, либо хотел бы общаться, и вот именно строить из себя того мачо-мена, кем он на самом деле вообще в принципе не является. Если вы его где-то застали за таким общением, знаете, что это общение абсолютно пустое. Он никогда бы не встретился с той женщиной, никогда бы не раскрыл секрет своей личности, потому что он стесняется себя. Вот. А если он только думает, он так и останется в этих мыслях. Скорее всего, не станет ни с кем общаться, потому что побоится. Он немножко такой трусоватый. Он полностью зависим от вас, полностью зависим от вашего мнения, от ваших действий. И это естественно, потому что мужчина слабенький, вы сильная. Он не может вам простить то, что вы сильная, но в то же время он очень нуждается в вашей силе. Его истинный интерес – это как можно дольше быть с вами и паразитировать, да? Пользоваться вашей добротой, вашей ресурсностью и вашей любовью. Вот такая цыпочка у меня вышла. Мои дорогие, если что не так, извините. Всем спасибо за внимание. Всем пока-пока.